В прямом эфире «Якутия-24» вы смотрите «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Масштабные учения. Экстренные службы Якутии ведут подготовку к паводковому периоду и пожароопасному сезону. Готовы ли бойцы защищать население от удара стихии? В преддверии 9 мая ветераны Великой Отечественной войны из Якутии получат квартиры в столице. Кто эти заслуженные люди? Всем пешеходам зеленый свет. Светофоры Якутска переведут на новый режим. Почему так решено, когда изменения вступят в силу и как это все будет работать? Не жизнь, а выживание. Жители одного из деревянных домов по улице Клары Цеткин жалуются на невозможные условия для проживания. Затоплен весь первый этаж. Какие варианты остаются у жильцов? Век живи, век учись. Мирнинские пенсионеры снова сосели за парты и познают современные технологии, как осваивают компьютерную грамотность бабушки и дедушки в Алмазном крае. В Мирном водитель иномарки наехал на ребенка. Девочка перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в Мирнинскую городскую больницу. Сейчас состояние девочки удовлетворительное, переломов нет, об этом сообщают врачи. Водитель задержан для выяснения всех деталей происшествия. Установлено, что на момент ДТП он был трезв. В Мирнинском районе на завтра объявили штормовое предупреждение. Ожидается порывистый ветер до 12-17 метров в секунду. На севере района выпадет снег, местами сильный. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям необходимо быть максимально внимательными и соблюдать осторожность, предупреждает МЧС. Такой же сильный ветер ожидается и в Ленском районе. В свою очередь, единая диспетчерская служба сообщает, что там возможны перебои с водо-, тепло- и электроснабжением. Кроме того, может осложниться движение транспорта из-за грядущей непогоды. К другим новостям. Проблемы инфраструктуры и строительства новых котельных остро стоят в Эвено-Бутантайском районе. Об этом делегация муниципалитета сообщила на встрече с правительством региона. Эвено-Бутантайский улус считается одним из самых молодых в республике. В последнее время там наблюдается прирост населения, идет строительство социальных и хозяйственных объектов. Удалось решить проблему энергоснабжения. В районе работают электростанции, в некоторых селах функционируют модульные и солнечные станции. По жилищному коммунальному хозяйству имеется всего 9 котельных. Центральная котельная после пожара в 1997 году работает по временной схеме. Уже почти 20 лет продолжает работать по ней и никак не отвечает техническим требованиям. На сегодня центральное отопление обеспечено в узком центре 70%, в Кустуре 50%, в Жургалахе 0%. С 2017 года установлена программа ПЧС в связи с вводом новой котельной села Батаряна. Этой программы должны более 120 частных домов. Котельная должна строиться учетом этих мощностей. В Совете Федерации рассмотрели вопросы развития здравоохранения. Совещания идут в рамках Дней регионов страны в Верхней палате парламента. Все подробности у Натальи Сазоновой из Москвы. В рамках Дней Мурманской области, который проходит сейчас в Совете Федерации, на расширенном заседании Комитета по социальной политике рассматривался вопрос об особенностях организации медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, входящих в состав арктической зоны. Проблемы, имеющиеся в данной сфере, обозначила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Одной из главных проблем системы здравоохранения Мурманской области является недостаток врачебных кадров. По данным за первый квартал этого года нам требуется 773 врача. Я вышла с инициативой о реализации программы «Арктический доктор», которая была поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2 ноября прошлого года. По аналогии с программой «Земский доктор» она направлена на поддержку врачей, которые переезжают работать в арктическую зону Российской Федерации.
Было отмечено, что с подобными проблемами в области здравоохранения сталкиваются многие жители северных и арктических регионов. Поэтому Мурманская область выступила с предложением о повышении качества оказания медицинской помощи и о социальной поддержке медработников данных территорий. Далее речь шла о государственных гарантиях, о том, что власти наконец-то должны повернуться лицом к северу, к тем, кто живет в сложных климатических условиях. Люди все прекрасно понимают, и сенаторы понимают, а самое главное, Валентина Ивановна ставит вопрос прежде всего о защите регионов по всем позициям, особенно по вопросам социальной политики и вообще ситуации, в которой живут люди, качество жизни, обслуживание, в том числе медицинское, социальное, любое, жилищное. И каждая территория, она уникальна, и каждая территория требует персонального подхода с учетом местных условий, задач, которые стоят перед территорией. В Якутии это одно, в Мурманске это другое, в Архангельске это третье. В результате обсуждения было рекомендовано все предложения руководства Мурманской области включить в проект итогового постановления Совета Федерации. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. Комитет по госстроительству Республиканского парламента выбрал кандидатуру на должность мировых судей в Мегино-Кангаласском, Татинском и Мирнинском районах. Расширенное заседание прошло сегодня. Кроме того, рассмотрели проекты изменения закона о госбюджете на текущий год. Затронули парламентарии и ряд проектов об изменениях в конституционных законах и предстоящих парламентских выборах осенью. В Якутии сохраняется высокий уровень рождаемости и низкая смертность по сравнению с другими регионами страны. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. По его словам, в целом показатель рождаемости в регионе снизился, но при этом она на 26% выше, чем по России. Снизилась рождаемость в Якутске практически во всех районах республики, кроме Анабарского и Мирнинского, где наблюдается рост. Мы впервые в этом году, вообще за всю историю Якутии, мы снизили младенческую смертность даже ниже, чем показатель по Российской Федерации и Дальневосточному округу. У нас всегда были высокие показатели младенческой смертности. Научную работу в 2 томах представили ученые на 8-й Всероссийской научно-практической конференции в Якутске. Собрание посвящено геологии и минерально-сырьевым ресурсам северо-востока России. Участие принимают 150 представителей научных коллективов, вузов, производственных предприятий из различных регионов, лекторы и спикеры, видные научные деятели. Ряд месторождений достаточно активно осваиваются недропользователями, и необходимы новые научно обоснованные рекомендации по выбору направлений поисковых работ. Это как раз задача науки. На основании результатов фундаментальных исследований давать рекомендации, где проводить поисковые работы, с тем, чтобы больше была вероятность открытия крупных, интересных для экономики и недропользователей объектов, и, соответственно, с меньшими затратами. Сегодня отмечают День охраны памятников и исторических мест. Лекция на эту тему прошла в столице в историческом парке «Россия. Моя история». Слушатели, студенты, историки и все неравнодушные к истории России и Якутии. Речь шла об охране объектов культурного наследия в республике, о наиболее интересных памятниках культуры и архитектуры, достопримечательностях республики. Наш праздник, получается, мы проводим очень комплексные мероприятия. Сегодня у нас, например, по всей республике, практически во всех населенных пунктах проводятся субботники. Мы даже сами выходили, администрация города выходила на субботник. И вот у нас сегодня выступали лекции перед главными поселениями, читали. По Якутии 1826 объектов культурного наследия. Вот это количество у нас постоянно меняется в сторону увеличения. Это за счет того, что у нас очень много заявок поступает на постановке государственной охраны памятников. Вот из 1826 у нас более 1000 у нас является это выявленный объект археологического наследия. В честь этой даты студенты СВФУ решили проявить наглядную заботу о памятниках. Совместно с администрацией столицы они организовали масштабный субботник. В целом субботники прошли на 47 объектах в округах столицы. Мы, как историки, должны
пропагандировать общество, показать всю значимость, сохранность исторических мест у нас в республике и в стране. Ведь каждый памятник, он не вечен, и нужно его изучать, во-первых, сохранять и рассказывать людям, чтобы они знали свою историю, историю своей семьи, историю народа, республики и страны. Ну а в Алдане проходит санитарный двухмесячник. К работам будут привлечены как госучреждения, предприятия, организации, так и местные граждане. Какие обозначены цели и планы, рассказывает Татьяна Вахнина. Уборка снега, вывоз мусора, расчистка дорог и водосточных канав, благоустройство территорий. Работы хватит всем, было бы желание. Администрацией муниципального образования город Алдан объявлен санитарный двухмесячник. Во все предприятия и организации, ведущие деятельность на территории города, были разосланы рекомендательные письма. Все торговые точки, предприниматели, да, в общем-то, по всем организациям, независимо от форм собственности, проводят рейды. Если есть замечания, то, соответственно, на руководителей пишется представление по устранению данных замечаний. Многочисленные рекомендации по вывозу шлака, по очистке дорог и приведению в порядок прилегающих к котельным территорий были даны руководству алданского филиала компании «Теплоэнергосервис». То есть это, скажем так, дорога на угольную свалку, куда вывозят непосредственно шлак. То есть должны были зачистить непосредственно улицу Тарабукина, привести ее в надлежащее состояние. Сотрудники городской администрации курируют вопрос безнадзорных животных. Его острота не ослабевает, и за истекший период двухмесячника было отловлено порядка 200 собак. Кому-то удалось найти хозяев, большинство шариков и жучек находятся в пункте передержки. То есть согласно распоряжению, та организация, которая занимается непосредственно отловом и утилизацией безнадзорных домашних животных, то есть выданное ей непосредственно предписание, занимается работами. Санитарный двухмесячник включает 2 этапа. На начальном, который продлится до начала мая, основные задачи возлагаются на руководителей предприятий, на юридических и должностных лиц. На втором этапе активность предстоит проявить жителям. К массовым субботникам по уборке улиц и придомовых территорий, а также к мероприятиям по благоустройству парков и скверов могут присоединиться все желающие. А желающих с каждым годом становится больше. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Ветераны Великой Отечественной войны из Якутии получат квартиры в столице. На эти цели в этом году из федерального бюджета выделили 3,5 миллиона рублей и 4 миллиона рублей из бюджета республики. Всего на эти деньги планируют обеспечить квартирами до 9 мая 3 ветеранов Великой Отечественной войны. Саргалана Федорова подробнее. Вдова ветерана Великой Отечественной войны Татьяна Бадаева готовится справить новоселье. Сейчас выбирает квартиру. Еще не определилась. Главное, говорит Татьяна Прокопьевна, чтобы в доме было тепло. Пенсионерка часто гостит у родственника в благоустроенной квартире. Журналистов встречает там же. Сама выживает в крошечной комнатушке. Печку топим дровами. Вода привозная. Туалет на улице. Ванны нет. Моемся в тазике. Дом старый, однокомнатный. Посередине печка и по кругу расположены кровати. Племянница помогла с документами. Туда-сюда бегали где-то 4 года. И вчера, наконец-то, позвонили из Минстроя. Комиссия по обеспечению жильем ветеранов утвердила список получателей социальных выплат. В этом году планируют обеспечить жильем 2 вдов и 1 ветерана Великой Отечественной войны. Каждому полагается по 2 миллиона 250 тысяч рублей. Задача максимум – жилье должны получить до 9 мая. Получатели субсидий должны лишь предоставить необходимые документы. Это решение органов местного самоуправления о том, что ветеран или вдова нуждается в улучшении жилищных условий. Документы собираются на уровне органов местного самоуправления. Все зависит от расторопности специалистов там на местах. По ветеранам у нас вся процедура очень ускорена. Социальная выплата составляет 50 тысяч рублей за квадратный метр. Можно заключить как договор купли-продажи, так и долевого участия. В прошлом году из федерального бюджета и республиканской казны выделили 20 миллионов рублей на жилье для якутских ветеранов. Ключи от квартир получили 8 человек. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск.
Мирнинские пенсионеры снова сели за парты и познают современные технологии. Практически во всех поселениях района стартовали курсы компьютерной грамотности для бабушек и дедушек. Наш корреспондент Марьяна Кутукова о том, как проходят такие занятия в столице Алмазного края. Маркина Валентина Александровна. Орлова Людмила Михайловна. Все как в школе. Занятия начинаются с переклички. На курсы компьютерной грамотности записались 45 пенсионеров. В их числе Людмила Михайловна. Ей 84 года. Около 60 лет она работала учителем математики. Педагог призналась, что все новое ей всегда интересно. Она уверена, в современном мире без интернета жить нельзя. Мы сегодня научились печатать. Входим в Word, программа Word, да? Научились шрифт, какой шрифт жирный, с наклоном, подчеркивать, выделять. Многому научились. Все мы обзавелись теперь ноутбуками дома, обзавелись телефонами сотовыми. И оказывается, и в сотовом телефоне все тоже тот же самый компьютер. Курсы компьютерной грамотности проходят на базе Центра дополнительного образования. Занятия проводят 2 раза в неделю, и каждая из них длится 2 часа. Ученики признаются, что эти 2 часа проходят как миг. Пенсионеры должны уверенно пользоваться персональным компьютером. Для этого нашими педагогами делается все возможное и невозможное. Должны пользоваться электронной почтой. Должны пользоваться всеми государственными информационными системами, в том числе сайтами администрации района, сайтами пенсионного фонда и госуслуги. Эти курсы бесплатные. Старшее поколение в изучении новых технологий поддерживает администрация района. Сегодня такие курсы проходят в Удачном, Чернышевском, Айхале и Мирном. Вскоре должны открыться во всех населенных пунктах. Жизнь такая стремительная и быстрая. Каждый год, каждое какое-то время появляются новые направления, новые специальности, новые технологии. И люди, о которых мы говорим уже старшего, пожилого возраста, для того, чтобы чувствовали себя в этом новом мире тоже свободно, как и молодое поколение, должны, наверное, тоже учиться. Занятия рассчитаны на месяц. После пенсионеры получат удостоверение. Следующий набор слушателей курсов состоится в новом учебном году в сентябре. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Сейчас уходим на короткую рекламу. Оставайтесь на нашем канале и смотрите во второй половине итогов дня. Масштабные учения. Экстренные службы республики ведут подготовку к паводковому периоду и пожароопасному сезону. Готовы ли бойцы защищать население от ударов стихии? Всем пешеходам зеленый свет. Светофоры Якутска переведут на новый режим. Почему так решено, когда изменения вступят в силу и как это все будет работать? Забытые уголки Якутии. В рамках этого проекта Мирнинский автоклуб совершил первый зимний автопробег к Патомскому Нагорью, через что пришлось пройти этой экспедиции. Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». До конца года в республике будет расселено около 167 помещений аварийного жилого фонда, а более 300 граждан станут новоселами. На эти цели в бюджете республики предусмотрели 500 миллионов рублей. На сегодняшний день объем аварийного жилфонда в республике, признанного таковым после 1 января 2012 года, составляет 1 миллион 345 тысяч квадратных метров. Это самый большой объем аварийного жилья по России. Тому доказательство ситуации, возникшая вокруг одного из деревянных домов по улице Клары Цеткин в столице. Жители жалуются на невозможные условия для проживания. Затопленные квартиры, сырость, плесень на стенах, вздутые полы – это только часть проблем, с которыми они столкнулись. Какие остаются у горожан варианты разрешения этой ситуации? Репортаж Дмитрия Тымырова. Вот я сижу на острове. Жаль, не тропическом. Олег Куприянов живет в этом доме лишь месяц. Арендует. Владельцы квартиры о постоянных потопах не предупреждали. Позавчера приезжаю, тут вся вода, тут аж до туда была. Вот так.
Зайти никак невозможно было. Пришлось снять ноги. Босиком прошли? Но босиком так. А хозяева, когда вам сдавали, они говорили, что будет сыро, мокро? Нет. Вот вчера мы ругались по телефону. Ага. И что она говорит? Но живу, мы же дали телефон, звоните туда, и все. Мы деньги обратно хотели взять, никак. Под ударом весь первый этаж дома на улице Клары Цеткин 1. В квартирах сырость, на стенах плесень, полы вздулись. Позавчера по колено у нас была вода. Тоже. У их тоже вода, у этой тоже вода. Это получается каждую весну так или как? Весну, уже круглый год. До туда вот заходила вот. Вот так. Туда к матери не заходила. Ну все, вот. Тоже, ну все везде плесень. Все. Дозвониться до управляющей компании люди смогли не сразу. И что они говорят? О боже, сколько раз можно звонить? Подъедут же, сказать. Когда это произошло, был подпор системы канализации, то есть стали колодцы. Колодцы были переполнены, и работала система канализации уже в обратную сторону. Колодцы относятся к местному водоканалу. Емкости оказались заполнены из-за того, что туда сливали воду из подъездов. Буквально 2 дня назад было подтопление наших колодцев по причине перекачки управляющей компании. Качают лужи, которые находятся на дороге. Перекачивают наши колодцы. Из-за этого колодцы наши переполняются, канализация не справляется, поэтому происходят разливы. Из-за безалаберности коммунальщиков страдают простые якутяне. Жители рассказывают, дом еще 6 лет назад признали аварийным, только в программу не попал. Клара Цеткин, дом 1, признан аварийным 24 мая 2012 года. По условиям предыдущей программы у нас входили дома только признанные аварийными до 1 января 2012 года. По этой причине он в предыдущую программу не вошел. Он войдет только в планируемую программу, которая на сегодняшний день еще не утверждена. С криком о помощи жильцы дома обращаются к последней инстанции – Егору Борисову. Глава республики, наверное, примет меры. Местные власти, мы просим вас взять наш дом под личный контроль. Дмитрий Тымыров, Николай Необутов, Якутск. Компании, занимающиеся перевозкой пассажиров в Нерюнгри, вынесли контрольное предупреждение. Перевозчик, работающий уже 6-й год, не справился с обязанностями. Ситуацию под личный контроль взял глава города. Сообщается, что после нескольких совещаний и встреч была пройдена точка невозврата по 2 городским маршрутам номер 3 и номер 8. Глава Нерюнгри принял решение поручить руководству компании передать их другому предприятию. Далее до 1 мая проведут мониторинг пассажиропотока для внесения изменений в действующее расписание автобусов. Цель – наладить городские пассажирские перевозки. Я приношу свои искренние извинения за работу вот этого недобросовестного перевозчика, за него, потому что он должен стоять на коленях на каждой остановке, на мой взгляд. Светофоры Якутска переведут на новый режим. Таким образом заработает принцип «всем пешеходам зеленый свет и всем автомобилям красный». Сообщается, что делают это в целях безопасности, потому что таковы государственные стандарты. Когда эти изменения вступят в силу и как это все будет работать, разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Уже в эти выходные на 3 перекрестках города Якутска светофоры перейдут на новый режим работы. Всем пешеходам зеленый свет дадут на Ильинской Билибина, 50 лет советской армии Бабушкина и Дежнева-Тимирязева. К сентябрю таких перекрестков будет уже 28. Это Сергеляхское шоссе, в том числе и Вилюйское направление движения автотранспорта. Далее, у нас в районе Советской армии. Также, мы предусматриваем возможность, направления аэропорта в сторону, Маганского тракта, в том числе, у нас Хатынгурятское шоссе. Новый режим работы светофора внедряли в Якутске еще 3 года назад, а тогда эксперимент провалился. На дорогах столицы стали появляться многокилометровые пробки, а долгое ожидание зеленого света пришлось не по нраву пешеходам. К прежнему графику вернулись уже через неделю. В этот раз решили начать с улиц, где низкий трафик. Все-таки мы центральные улицы пока закрывать, они будут работать как в обычном варианте, а вот сейчас все-таки начать с края города Якутска. Нововведению не совсем рады руководители транспортных компаний. Режим работы общественного транспорта придется пересматривать. После того, как будут определены перекрестки, мы просчитаем, время будет добавлено, потому что
по всем ожиданиям все-таки будет прохождение данных участков с большим временем. Поэтому здесь, конечно, время покажет, насколько это будет эффективно. У автомобилистов общего мнения нет. Тогда уже будет этот ажиотаж, и вообще город станет, наверное. Ну это как сделают, так и посмотрим, как оно будет. Я не знаю, в Нерюнгри нормально, вот я был в Нерюнгри, там нормально. Мне без разницы как бы. Никуда не спешите, все да, нормально? Мне вообще проблем нет, кстати. Ну не знаю, наверное, пробки будут. Отказаться от нового режима работы светофоров в Якутске не могут. Требования законодательства. Столичные власти заверяют, к майским праздникам обновят разметку. Переходить дорогу жители смогут по диагонали. Чиновники добавляют, пожертвовать драгоценным временем придется ради безопасности. Количество ДТП на перекрестках должно заметно сократиться. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Экстренные службы Якутии приняли участие в масштабных всероссийских командно-штабных учениях. Все это в рамках подготовки к паводковому периоду и пожароопасному сезону. Днем ранее проверили пункты временного размещения людей и системы оповещения, ну а сегодня организовали мобилизацию с определенной легендой. Готовы ли бойцы к сезону? Репортаж с Аргаланы Захаровой. Лена в этом году неспокойна. Река вышла из берегов. Подтопила районы Якутска, поселения Намского и Хангаласского районов. К мобилизации готовы все подразделения экстренных служб республики. На построении 200 человек. Такая легенда, сценарий. На основании этого сегодня были проверены пункты временного размещения. Они оснащены медикаментами, продовольствием, заключены, вернее, договора, обеспечена охрана общественного порядка, обеспечена противопожарная безопасность, проверение данных пунктов временного размещения. Командиры взводов дают приказ, и бойцы срываются с места. Зону чрезвычайной ситуации. Ну, вообще у нас в готовности 29 единиц техники, из них 10 плавсредств. Из плавсредств именно к паводковому мероприятию мы подготовили 2 катера, судно на воздушной подушке «Арго», ну и лодки цельнометаллические и ПВХ. Подготовила спецтехнику и служба спасения Якутии. Неделю назад прошел полевые испытания новый тягач Брянского автозавода. Вездеход без проблем преодолел 600 километров по воде и тайге до поселка Севянкёль. Можно завозить любой гуманитарный груз. Грузоподъемность у него очень большая и проходимость хорошая, выше, чем у КАМАЗов, Уралов. Поэтому мы надеемся, что она себя хорошо покажет. Здесь находится целый больничный блок, перевязочный пункт, служба экстренной помощи пострадавшим и, конечно же, приемный покой с госпиталю на 8 коек. Пока он сейчас находится в собранном виде, но при необходимости медицина катастроф развернет его в считанные минуты. В Якутии 6 подобных центров, по одному на каждую группу районов. При худшей обстановке мы привлекаем наши силы и средства Центра медицины катастроф. Это 10 бригад специализированной медпомощи, 1 бригада экстренного реагирования, 1 бригада мобильного медицинского отряда. В этом году из-за большого количества снега гидрометеорологи прогнозируют потопление десятков населенных пунктов. А значит, и у сотрудников экстренных служб не будет времени на отдых. Масштабные учения продлятся до 19 апреля. Саргалана Захарова, Николай Необутов, Якутск. Члены Мирнинского автоклуба «Медведь» совершили первый зимний автопробег к Патомскому Нагорью. Экспедиция состоялась еще в конце марта в рамках проекта «Забытые уголки Якутии» и была приурочена к 70-летию открытия Патомского кратера. Через что пришлось пройти этой экспедиции? Сюжет нашего СОПКОРа в Мирном Евгения Тайтонова. Патомский кратер – это одно из самых загадочных мест на планете, которое расположено примерно в 700 километрах от Мирного, но уже в Иркутской области. Чтобы до него добраться, членам автоклуба «Медведь» нужно было проехать через Ленский, Алекминский и Бадайбинский район Иркутской области. Нас заинтересовало это уникальное чудо природы. То ли это космический болид, то ли это вулкан. До сих пор наукой так до сих пор и не доказано, конкретного какого-то ответа нету. Нас заинтересовал этот объект. Так посмотрели по карте, что дороги есть.
Здесь мы созвонились, значит, со всеми населенными пунктами, поняли, что дорога позволяет. И вот мы на 3 машинах, на 3 УАЗиках поехали в Патомский кратер. Надо сказать, что в этом году у нас не только познавательная миссия была научно-исследовательская, так как мы ехали под эгидой Русского географического общества. Дорога до пункта назначения тяжелая. Во время экспедиции медведям приходилось по несколько раз вытаскивать технику из сугроба и тратить пару часов в сутки на ремонт автомобилей. Эта экспедиция у меня первая была, заинтересовала дорога, которой не был там никогда. Интересно было съездить. На кратер интересно было глянуть, где это находится. Через 2 суток мы добрались до поселок Перевоз, но это еще до кратера 45 километров в сторону Бодайбо. Это уже Иркутская область. Вот, мы там переночевались, опять же подчинились. Оставшийся километраж на машине не проедешь. Доехать до Патомского кратера медведям предстоит на оленях упряжках дяди Гоши, местного оленевода. – 12 километров на оленях по льду и по снегу. И вот члены экспедиции уже на склоне Патомского Нагорья. Вот такой масштаб этого кратера. А вон человек. По просьбе Института геологии Мирного они произвели на кратере заборы проб грунта и растительности. Замеры радиационного фона, фото и видеоматериалы сегодня переданы и исследуются в лаборатории научно-исследовательского института «Алроса». Евгений Тайтонов, Марьяна Кутукова, Мирный. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе. До встречи.